Да. У меня только его трансляция. Хорошо, сейчас я сделаю. Давай вам. Всім прывітанне, гэта прамы эфір Еўрараду, для вас працуе Міхась Селіну. Зараз мы знаходзімся ў штабе Валерія Цапкала, дзе праз некалькі хвілін пачнецца яго прэс-канферэнцыя. Нагадаем, што учора ў цэнтр выбаркамі з 220 тысяч подпісаў пададзенай яго кампаніі на вылучэнне кандыдатам у прэзідэнты былі прызнаны толькі 75 тысяч подпісаў. Гэта фактычна азначае сканчэнне прэзідэнцкай кампаніі для Валерыя Цапкала. Ну, верагодна, менавіта з гэтай нагоды і будзе прысвечана прэс-канферэнцыя. Ну, это будет раздражать процесс. У меня просто очень смешная маска, а вы будете смеяться. Еще раз. Как? Настоящее время. Настоящее время. Всем доброе утро, большое спасибо, что вы откликнулись, что вы приехали. Вкратце тогда я... Не, вагон стол есть еще. Там на стуле. Я думаю, что, наверное, нет особенно времени для длинных преамбул. Вы все хорошо знакомы с темой и с направлением сегодняшнего разговора. Поэтому, короче, к делу. Разрешите мне предоставить слово Валерию. Я общаюсь с вами. Как мне лучше стать или сидеть? Как удобно. Сидите. А, уже настроил. Лучше сидеть. Добрый день, дорогие друзья, уважаемые журналисты. Я думаю, что ситуацию вы себе представляете достаточно хорошо. У нас было собрано 212 тысяч подписей. Мы эти подписи очень-очень аккуратно выявили. У нас 3 этапа проходила проверка. То есть первое на областном уровне смотрели эти подписи, второе у нас здесь смотрели на уровне штаба, третий мы создали специальную независимую от начальника руководителя штаба ревизионную комиссию. И с точки зрения самой процедуры верификации подписей, мне кажется, что у нас она была самая серьезная и самая строгая. Кстати, если вы вспомните, как мы формировали нашу инициативную группу, то мы были единственные, кто просил от активистов, от тех, кто хочет быть в инициативной группе, чтобы люди писали собственноручно заявление и фотографировали, прикладывали копию своего паспорта. Ни один из кандидатов этого не требовал, и когда проходила регистрация нашей инициативной группы, это было отмечено в Центре избиркоме в отношении того, что мы дополнительные выставляли требования, которые даже не нужны, не требовались в соответствии с законодательством для членов нашей инициативной группы. Я вас могу заверить, что такой же щепетильный и аккуратный подход у нас был и при регистрации, при сборе подписей. Значит, у нас около половины подписей было признано недействительным, пока, как мы это понимаем, около половины подписей.
И пока информация в ЦИКе у нас имеется в отношении того, что 75 тысяч у нас подписи только действительно. Причем есть и достаточно странные, скажем так, вещи, странные явления, допустим, по городу Гродно. По городу Гродно мы видим, что у нас на одном столе, там, где шел сбор подписей, одним и тем же человеком, то есть вы понимаете, что в Гродно есть два района, есть Ленинский и есть Октябрьский. Сбор подписей осуществлялся только в Ленинском районе, где стояли столы, и где один и тот же человек собирал просто зависимо, там такая проходная улица Советская, где люди с паспортами приходили, давали документы, и один и тот же человек за одним и тем же столом фиксировал жителей, отдельно бюллетни вел Октябрьского района и отдельно вел Ленинского района. В результате получилось, что по Октябрьскому району у нас число подписей, которые признаны в действительность, составляет 1,8%, а по Ленинскому району 16%. Что, в общем-то, вызывает некоторое удивление тоже у нас и говорит о том, что где-то подсчет велся некорректно. Вот, мы сейчас подготовили запросы на областные избирательные комиссии. В соответствии с законодательством они должны нам представить документы, которые отбраковывают эти подписи, то есть акты отбраковки недействительных подписей. Мы в соответствии, еще раз говорю, с избирательным законодательством Республики Беларусь должны получить такие акты отбраковки подписей, с тем, чтобы мы могли провести собственную или вместе, может быть, с кем-то, с тем же ТИКом, провести опрос тех людей, которые указаны в акте как отбракованные подписи. Пока мы не можем понять, вот у нас есть, допустим, по Фрунзенскому району, мы спрашиваем, где находятся акты, где находятся подписи, где можно ознакомиться с актами во Фрунзенском районе, нам говорят, что это в Минском, находится уже в Центральном, а те говорят, что находится во Фрунзенском. То есть пока, значит, мы не знаем даже, где находятся вот эти вот собранные нами подписи, за которые, где граждане Республики Беларусь, жители Фрунзенского района, жители Ленинского района, города Гродно, жители Лиды, жители Минской области, Минского района, где у нас, кстати, были самые сильные, я подчеркиваю, организаторы и сборщики подписей. Один из них, который управляет многими объектами строительства, то есть он знает, как управлять строительством, знает, как большими проектами управлять, у него все прекрасно организовано, подшито, папочка, каждая, все это было аккуратно, и тоже эти подписи были признаны недействительными. То есть я не понимаю тогда, какой может быть идеал вообще-то этих подписей. То есть сейчас я хотел бы дать слово у нас Андрею сначала, это Андрей Ланкин, начальник штаба, пусть он скажет несколько слов. Я начну. Будем Спасибо, спасибо, Валерий. Я еще раз обращаю ваше внимание на тот факт, что мы действительно в этой компании использовали ряд ноу-хау, которые не использовались другими штабами. В первую очередь, это просьба к участникам инициативной группы написать заявление, и таких заявлений мы получили более 900. Это фактически была первой проверкой мотивации участников инициативной группы. Вторая наша просьба – это просьба предоставить сканы паспортов, и фактически это была проверка их лояльности сразу же на самом первом, самом сложном для нас периоде кампании, поскольку мы были очень сильно ограничены во времени. И уже даже на этом периоде мы получили официально зарегистрированных участников инициативной группы числом 884 человека. На
На этапе сбора подписей у нас была на этот этап мы ставили перед собой цель собрать не менее 120 тысяч. В силу ряда событий, которые произошли за этот период, мы эту цель достигли уже через 3 недели после начала сбора подписей. Число 212 тысяч – это число подписей, которые собрали участники инициативной группы, передали в центральный штаб. То есть часть подписей осталась, мы не успели просто даже довести их в центральный штаб. Это число, эти подписи были переданы после нашей первой проверки, были переданы в ревизионную комиссию, которая действовала независимо от штаба. Соответственно, они прошли второй фильтр, который позволил получить только качественные подписи. 160 тысяч из них мы передали в территориальной комиссии Республики Беларусь. И, конечно же, цифра в 75 тысяч подписей достоверных вызвала наше недоумение, непонимание, и в ответ мы планируем обращение в территориальные комиссии и в областные комиссии, естественно, в Центральную избирательную комиссию с просьбой предоставить акты о результатах проверки достоверности подписей избирателей, предоставить протоколы заседаний территориальных комиссий, в первую очередь касается города Минска. И в целях соблюдения принципов законности и на основании статьи 61 Избирательного кодекса Республики Беларусь мы просим провести проверку достоверности подписей в подписных листах Крунецкого района в первую очередь, поскольку мы потеряли там наибольшее количество подписей, 18 тысяч. Всего мы в этом районе собрали более 30 тысяч. Это самый результативный район города Минска, и к нему был фактически, то есть этот район попал в список не 16 тысяч, 16%. Будет около 16% подписей признан недействительными. Так, все, пока. Да, вопросы. Да, пожалуйста. Можно переходить. Радыё Свабода, Александр Демко. Свобода? Так, ну, мяркуючы па тым, як абскарджваюцца рашэнні выбарчай камісіі, і яны безвыніковыя, людзі скардзяцца штодня, ідуць у суды, можна меркаваць і што і ваша скарга, і вынікі вашай праверкі таксама не будуць паспяховымі для вас. Ці разглядаеце вы варыянт аб'яднання з кімсьці з прэтэндэнтаў, з кім тады і на якіх умовах такое объединение может адбыцца? Давайте мы сначала пройдем процесс юридический, а потом, безусловно, мы будем с кем-то из тех людей, кто останется в списке кандидатов в президенты. Если это не окажемся мы, туда мы думаем, что такое объединение возможно. А кого вы разглядаете в якости магчымых своих партнеров? В данном случае давайте мы пока не будем бежать впереди. Ад іншых штабоў вам поступали прапановы ўжо аб супрацоўніцтве? Что? Ад іншых штабоў поступали прапановы аб супрацоўніцтве? Нет, пока еще не поступало. Пока мы еще участвуем в кампании самостоятельно, пока не будет вынесено окончательное решение, потому как, ну, вы же прекрасно понимаете о том, что здесь либо это недоразумение, либо я не знаю, как еще это понимать, потому что никогда в истории такого не было, что рядом, если находились столы, допустим, там где-то нашей и Конопатской, да, то у нее оказались лишние там, значит, подписи, а у нас, значит, половина. То есть у нее в 2 раза больше стало подписей или на сколько-то там, неважно, да, у нас стало в 2 раза меньше. То есть такое ощущение, что белорусы живут на разных планетах, и люди
не имеют одинаковые мозги, руки и неправильно понимают одни и те же инструкции, причем настолько колоссально по-разному они не понимают о том, что у одних, вот как у нас, происходит выбраковывание подписи, а у других эти подписи лишние появляются. Поэтому здесь я думаю, что все-таки последнее слово мы будем ждать за Центральной избирательной комиссией. И вот такие случаи, как в городе Гродно, они тоже, наверное, могут иметь какое-то объяснение, когда один человек за одним столом допускает ошибки настолько разные. То есть для жителей одного района 1,8%, для жителей другого района 16% идет от браковки, что вызывает, по крайней мере, удивление. По крайней мере. У меня дополнение к этому же вопросу. Вчера по соцсетям ходило якобы удостоверение члена инициативной группы Виктора Бабарика, Валерия Цепкала. Настоящее ли это удостоверение? И также ходили слухи о том, что вы готовы стать доверенным лицом Светланы Тихановской. Прокомментируйте, пожалуйста. Нет, это не настоящее удостоверение, я его тоже видел, удивился. Мне что-то показалось сначала на первый взгляд, что наоборот, потому что я увидел свою фамилию крупными буквами напечатанной. Я думал, что это Бабарика как раз является членом моей инициативной группы. Вот, но потом, когда второй раз я уже увидел его, да, оно мелькало по социальным сетям, то да, я увидел, что наоборот, оказывается, это я являюсь его членом инициативной группы, но я не знаю, такого, наверное, в природе не существует, хотя я не исключаю, что кто-то мог напечатать. У нас был тоже такой казус, когда Центр избирком нам отказал в регистрации нескольких членов нашей инициативной группы, по-моему, 6 или 7 человек. И, значит, в письме, которое нам написал Центр избирком, значился человек, у которого не совпадает адрес прописки и адрес фактического места жительства, это Владимир Цесарев. Вот, то есть, значит, что ему было отказано в том, что он является членом нашей инициативной группы. То есть мы получили такое письмо. Когда наш начальник штаба поехал и начал забирать удостоверения членов инициативной группы, активистов инициативной группы, то он увидел, что другие как раз, значит, удостоверения не были, а удостоверение на Цеслера было выписано. Поэтому такие как бы истории, они, наверное, имеют место быть, поэтому я не исключаю, что Центр избирком мог напечатать такое удостоверение точно так же, как они напечатали Цеслера, хотя нам написали в официальном письме о том, что ему отказано быть активистом нашей инициативной группы. А по поводу Светланы Тихановской? Ну, еще раз, мы пока еще не закончили наш предвыборный цикл, мы пока еще движемся в рамках собственного избирательного процесса, и мы подаем на протестование. Решение ЦИКа будет приниматься 14 числа, насколько я понимаю, поэтому мы сейчас имеем 3 дня на то, чтобы опротестовать в соответствии с законодательством, посмотреть, какие документы были, какие подписи были забракованы, то есть посмотреть акты отбраковки этих подписей. То есть это нам обязаны представить ТИКи, местные избирательные комиссии, в соответствии с законодательством, в соответствии с избирательным кодексом республики. Ну, вы готовы в целом рассматривать такой вариант, стать доверенным лицом кого-то из кандидатов в президенты? Ну, давайте мы пока не будем отвечать на этот вопрос. Давайте мы пока закончим собственный цикл предвыборов. Пожалуйста, свобода, раз вопросов. Ну, все молчать, тогда мы. Скажите, калі ласка, Александр Лукашенко недавно сказал, что он своими руками будовал ПВТ. Вы можете больше подробязно распавесці про яго удзел у стварэнні гэтай структуры арганізацыі, а таксама ці можете адказаць на пытанне, калі вы былі кіраўніком ПВТ, ці было супрацоўніцтва паміж ПВТ і спецслужбамі беларускімі, ці былі нейкія дачыненні, ціск на вас з боку спецслужбаў? Может быть, что-то ведаете про теперешний момент? Ну, я думаю, что там он строил своими руками, это, наверное, все-таки вы у него спросите. Это, если он говорил, то он, наверное, может и пояснить. Вот. То, что строили мы, это мы застраивали 55 гектаров земли, которая нам была выделена. Там, где была городская свалка снега, вы сейчас можете съездить, посмотреть. И старое полуразрушенное здание, фотографии тоже у нас имеются, Академии наук, оно
даже не в консервированном состоянии, находилась, по-моему, 16 или 17 лет, вот, которая сейчас является главным административным зданием парка высоких технологий. Построили мы бизнес-инкубатор, образовательный центр, построили всю инфраструктуру, компании также строили, жилье и много чего другого там было, значит, там построено, если говорить о строительстве как таковом. Вот. Что касается сотрудничества, то нет, я ушел из государственной службы, это была тогда моя принципиальная позиция. С 2005 года я не являлся на госслужбе, я занимался хозяйственной деятельностью. Организация ПВТ, администрация ПВТ не была бюджетной организацией, то есть это тоже была моя принципиальная позиция, чтобы мы находились полностью на самоокупаемости. Вот, и мы начали работу только с того, что нам был кредит предоставлен в размере $300 тысяч под 17% годовых, то есть обычный стандартный кредит. $300 тысяч, я говорю не в долларах, я в эквиваленте в рублях, я уже не помню, сколько тогда это было рублей, там какие-то миллионы были рублей. Да. Вот. И мы вернули его через 2 года полностью, и таким образом это полностью является самоокупаемая структура. У нас было предложение к сотрудничеству, есть так называемая секретная часть, то есть секретный доступ к секретным материалам. Я отказался от этого. То есть и у нас не было никакой специальной части, которая бы предполагала какой-то канал получения некой там конфиденциальной там, или прочей информации. То есть мы были обычным хозяйствующим субъектом с обычными правами хозяйствующего субъекта, без бюджетного финансирования, абсолютно без бюджетного финансирования, на основе самоокупаемости. Скажите, пожалуйста, а есть ли какие-то новости по доследственной проверке, которую проводит МВД по заявлению бизнесмена турецкого? Я не знаю, там вообще можно ли что-то там комментировать, и ко мне пока не обращались, то есть если речь идет о доследственной проверке, значит, наверное, предполагается, что какие-то документы должны быть предоставлены, и предоставлены не мной, вот, но все, что там говорится, это, конечно, полный бред, это вообще даже комментировать это не хочется, и я вообще не понимаю, что они там будут проверять. То есть на вас не выходили, контактов каких-то Нет, нет. Ну, я потом Татьяне отдельно чуть-чуть. Але вы ведаеце, Директор, такой же вопрос. але ці вы ведаеце седата і где джи. Ну, гэтага бізнесоўца вы ведаеце, які падаў. Да, знакомый человек, к сожалению. Чаму на жаль? Мы в жизни допускаем ошибки. Ну, то, что он начал и застройку парка вести, это, конечно, тоже была ошибка, вот, что его порекомендовали. Но потом, так сказать, пошел достаточно длинный шлейф невыполненных обязательств, и прекращал его работу на ПВТ уже премьер-министр тогда Мясникович несколько раз требовал от него исправить недостатки. Несколько решений было вице-премьера Калинина, который был руководителем наблюдательного совета и отвечал за строительство. Вот. Но, в общем-то, ни одно из взятых на себя обязательств он не выполнил. Это то, что я могу сказать о нем и о том уровне сотрудничества, с которым у нас было. А что вы будете делать, если будет уголовное дело возбуждено? На основании чего? Ну, ведется же какая-то проверка, значит, все уже не там. Ну, давайте, ладно, следующий вопрос. Так. Да. Пожалуйста. Александр Лукашенко яшчэ на пачатку, пасля таго, як вы як след стаў выказвацца пра іншых прэтэндэнтаў, он намякнуў, што ён мае на вас кампрамат. Вот то, што было апублікавана, і вот эта справа в сувязі з турецкім бізнесменам, які насамрэч грамадзяне беларусы, гэта той кампрамат, ці ёсць яшчэ Вы у меня спрашиваете? Да. Я же не знаю. Вы спросите у него, А вы кандидат думаете, в это президенты з'явилося? собрал вообще очень много подписей. Вот. Я, честно говоря, не понимаю при таком количестве подписей, при такой общественной поддержке, да, я, честно говоря, совершенно не понимаю, почему можно вообще бояться кого-то снимать с дистанции слабых, значит, конкурентов, которые там набирают там какие-то несчастные там 100 тысяч, так,
Вот. И человек, который имеет такую колоссальную поддержку, он на самом деле, вообще-то, с моей точки зрения, ничего не должен бояться. Он должен просто идти с открытым забралом, делать полностью прозрачный процесс выборов, полностью прозрачный процесс подсчета голосов, в том числе собранными кандидатами, да, потому что я как бы, ну, представляю, имея такую колоссальную общественную поддержку, имея такой колоссальный аппарат, имея доступ к средствам массовой информации практически эксклюзивный, да, на самом деле, ну, человек действительно ничего должен не бояться и идти как бы, как в спорте, с открытым забралом, честно в бой. А что касается, допустим, тех, он в том числе же он наверняка общается с прессой, мы же видим его постоянные выступления на телевидении, ну, возьмите, задайте ему вопрос, пусть он и пояснит в отношении того, что он имел в виду. Потому что я действительно не хочу комментировать слова другого человека. Але гэта прыватная ініцыятыва вот гэтага гаспадара, ці ўсё ж таки вы бачыце ў гэтым палітычны кантэкст, што гэта скіравана на вас супраць, як супраць Я палітычнага? ничего не могу комментировать, потому что то, что там написано, я честно вам скажу, я даже не читал этого всего. Сама ініцыятыва, Я сама посмотрел гэтая по справа. диагонали, и я просто понял, что там, ну, такой бред, да, то есть как будто кто-то фекалии в рот набрал и плюнул, так сказать. Вот такое вот у меня создалось впечатление. Хорошая пресс-конференция получилась. Очень добро. Всё. Коллеги, А спасибо вот у огромное. Александра Лукашенко на кожнага са сваіх палітычных апанентаў ёсць кампрамат. А у кагосьці з палітычных апанентаў Александра Лукашенко ёсць на яго кампрамат? Ну, у меня, по крайней мере, точно нет. То есть я не имел никогда доступ ни к хозяйственным делам, ни к управлению делами президента, поэтому, значит, у меня никакого компромата на него не имеется, и я никогда это не озвучил. Коллеги, спасибо большое. Спасибо. Получилось всё.